Очередное дно пробивает деятели, променявшихся родину на теплые кабинеты в Казани. Мы с вами уже не раз наблюдали предательство своей идентичности в угоду интересов проказанского шовинизма от таких людей, как Марина Имашева и Сулейман Рахимов. На сей раз опарафинился заслуженный работник культуры Республики Татарстан Давлят Умеров, по происхождению карагаш, прикидывающийся юртовцем, но по духу проказанский шовинист. Началось все с того, что на татарской передаче «Точки опоры» он заявил: И, кстати, вот знаменитый наш Нугай Балиш, который вот у нас есть, да? Вот мы наслышаны о нем. Да. Кстати, у нас не говорят так Нугай Балиш, у нас говорят Малиш. Просто Малиш говорят. Такого слова нету. Но он не остановился на этом и вновь затронул тему народного блюда «Нугай Малиш», где ответ одному из юртовских активистов написал следующее. Нугай Балиш стали говорить только в 90-х годах, когда наши астраханские татары увидели, что у казанских татар тоже такой же белищ, но вместо риса картошка. Из подачи казанских татар, чтобы не путать, стали говорить Нугай Белищ. Хотя наши никогда так не говорили, а всегда говорили Милич, просто Милич, без приставки Нугай. Удивительно, как легко Давлят Умеров жонглирует фактами, которые сам же сочиняет на ходу. И как же его раздражает наличие у нас блюда, название которого есть слово «нугай», очень показательно. Я бы даже сказал клинический случай. Вот этому можно было бы даже ничего не говорить, ведь каждый юртовский нугай знает, что это название блюда дошло до нас от наших предков с незапамятных времен, так же как название традиционной печи «нугай-миш» и сорта тыквы «нугай-кабак». Но все же мы решили обратиться к источникам и обнаружили, что выдающийся татарский исследователь языков Нижнего Поволжья, доктор филологических наук профессор Леонид Шусултан Арсланов в своем труде «Язык юртовских татар» по материалам экспедиции 1972 года фиксируется название этого народного блюда именно с эпитетом «нугай». Нугай минича – большой круглый пирог с начинкой, мясо и рис, по-татарски белещ. То есть это название он зафиксировал в экспедиции в Юртовский аул еще в 1972 году, за 30 лет до 90-х годов, на который указывает Давлят Умеров. Вот так вот раскрывается сущность тех, кто, желая выслужиться перед начальством, передает собственную идентичность. Кстати говоря, в той же передаче «Точка опоры» на ТНВ Давлят Умеров еще заявил следующее. Вот, к примеру, я вот, например, не помню в детстве, чтобы мне мама или папа говорил, что без нугайлар. Такого не было. Без татарлар. Мы татары. И нугай говорят, кстати, другие. Вот другие, именно вот казахи про нас говорят. Они всех татар называют нугай. Все казахи, они видят татары и говорят нугай. На что Леонид Шусултанов также отвечает в этом же труде. Юртовские татары сами себя считают нагаями. Поволжские татары и карагаши называют их караиле-нугайлары, буквально нагайцы и с черными домами. По данным ряда исследователей, они являются потомками золотоордынских нагаев, первых основателей Астрахани. Вот так можно быть коренными астраханским нагаем, как Давлят Умеров, но предать свою идентичность и свою историю за какие-то меркантильные интересы, а может быть коренным татарстанцем из Елубуги, как Леонид Шусултан Арсланов, но следуя принципу говорить правду, вывод делайте сами. Без нугайлар.